он играл, сохранял свою власть, он же не... Надо отдать ему должное, он же все-таки обманывал этих помешавшихся на своих имперских фантазиях придурков в 25 лет. Но все кончилось уже, теперь э, э, он попал... Речь идет не о власти, а о жизни. Путин его крепко держит за горло, за яйца, за все что угодно. И Путин сейчас понимает, что если Лукашенко снова его пытается обмануть, он просто или убьет его новичком, или отдаст его восставшему белорусскому народу на рассержание. Поэтому он пляшет пионером, как вы сказали, на утреннике. Путин бешено форсирует аншлюс. Его Вот задача... как он будет выглядеть, этот аншлюз? Вот расскажите ваше видение. Какие варианты? Они все сказали об этом. 1 сентября об этом очень синхронно, видимо, сверив часы, сказали в одной и той же формуле 3 человека. Лавров на встрече со студентами, Лукашенко, такая пассионария белорусской революции, госпожа Колесникова, вместе с возникшим из тюремных застенков на телевизионном экране товарищем Бабарик. Они все говорили совершенно в одних терминах. Пенсионная реформа это как бы пенсионная реформа, в рамках которой преодолен политический кризис. Это будет обсуждение новой конституции, которая плавно перейдет в обсуждение конституции союзного государства, у которого будет общенациональные органы, и просто там какой-то потешный президент, Генеральная ассамблея, а настоящий президент, премьер, судебные органы, таможенные, финансовые, единая валюта, конечно. Все это прописано давно в так называемой 31-й дорожной карте, которую Лукашенко категорически отказался писать в декабре и январе. Но Вот сегодня у него... Как вы думаете, Андрей, вот он будет, ну, извините такую фразу, но это в их терминологии бандитской, кремлевской, он будет нагибать именно Лукашенко все подписать, да, и причем в ближайшее время, или же... Конечно, конечно, Лукашенко, потому что никто другой уже не подпишет, потому что на сцене появился совершенно новый субъект, о котором не имели никакого представления ни Лукашенко, ни Путин, белорусский народ. А вот что с ним делать? Что делать с этим народом сейчас? Вот как... Да. Вот я скажу две вещи. Одну вещь, вот то, что не понимает Путин, что этому народу аншлюс уже не навязать. Посмотрите на этих людей. И они это уже поняли. Смотрите, как изменились лозунги демонстрации последней воскресной 29 числа. 27-го они все слушали интервью Путина, которое он обещал прислать им 6 тысяч новых вещей в поддержку генералу Караеву. И они вышли на демонстрацию уже не с лозунгами против Лукашенко, а независимость и мир. Независимость от России и мир, то есть против войны, которую обещает и которую угрожает им Путин. Путин понимает, что единственная возможность заставить какие-то белорусские власти подписать бумаги формальные об аншлюсе, это вот этого полностью затравленного и обосранного Лукашенко. И это надо делать скорее, потому что мало ли что с ним в ближайшее время случится.